Строительство БАМа дало значительный толчок экономическому развитию Сибири и Дальнего Востока. За Уралом возникали геологические организации, выполнявшие в те годы колоссальный объем работы на неосвоенных ранее территориях. Геолог – профессия, имеющая романтический ореол в глазах многих людей, выросших в Советском Союзе. Уехала в знойные степи, ты ушел на разведку в тайгу. Надо мною лишь солнце палящее светит, над тобою лишь кедры в снегу. А путь и далек и долог, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца, брат. У самых истоков возведения промышленных объектов Южной Якутии и непосредственно строительства города Нерюнгри стояла компания, которая с 2004 года носит название «Общество с ограниченной ответственностью Нерюнгри стройизыскания». Она была образована на базе южноякутского отделения КРАС-ТИСИС, которое с 1975 года проделало большой объем работ. Главный инженер предприятия сегодня Андрей Осьмушкин, потомственный инженер-геолог. Его родители и близкие родственники заканчивали один институт – Томский политехнический, и работали в одной сфере, связанной с геологией. И до сих пор любим и гордимся своей профессией. Отрасль нас научила быть дружными, отвечать друг за друга, помогать друг другу. И воспоминания, много радостных воспоминаний и в походах, и у костра. Всегда был в душе романтизм. Сын Владимира Степановича и Нины Степановны Андрей Владимирович выбрал тот же путь, что и его родители. Отец у меня в последнее время работал главным инженером Алтайского ТИСИЗа, а мать главным специалистом партии. Они меня с детства куда-нибудь брали с собой на работу, то в поля, то на какие-то летние полевые работы. Еще до этого жили в Усть-Каменогорске, Восточный Казахстан. Вот оттуда, с КАЗ-ГИИЗа, собственно говоря, я начал свою трудовую деятельность. Начинал работать Андрей Владимирович техником-геологом в Алтайском тресте инженерно-строительных изысканий. В Нерюнгринский район попал переводом. Я лет 20 ездил в поля, но 15-то точно не вылазил. Одно время мне говорили менять фамилию на Усмайский, потому что где-то 8 месяцев в году я проводил там. Ну, от полугода до 8 месяцев. Ну, собственно, как и все. А так работали везде, от Читы до Хабаровска, грубо говоря. Сегодня вся семья Андрея Владимировича связана с геологией. Жена Наталья и дети Константин и Валерия. Вдохновление пришло от родителей, которые с увлечением рассказывали про командировки, про палаточную жизнь, готовку на костре и песни под гитару. Дедушка с бабушкой, родители, и сейчас мы с братом продолжаем семейную династию. Валерия тоже прошла свою практику в полях. Интересная командировка была в Новую Чару, удаканское месторождение меди, единственное в мире месторождение чароита. Инженерные изыскания – основа основ любого строительного объекта, как в жилом, так и в промышленном строительстве. И пока изыскатели не обследуют место будущего объекта и не предоставят отчет, стройка не начнется. Определяются какие грунты, их несущая способность, какой фундамент можно запроектировать. Ну и вот, собственно говоря, напрямую с проектировщиками работаем. Инженерная геология. То есть мы часто в основном приходим на места будущих, так скажем, каких-то больших объектов, которые будут построены. Изыскатели отвечают за все подготовительные мероприятия перед началом стройки, поиск площадки, участка, трассы проектируемого строительства, местных строительных материалов, источников водоснабжения, обоснование экономической целесообразности и поиск технически обоснованных решений для проектирования и строительства. И романтика геологическая есть, и, в общем-то, всегда, довольно-таки много камеральной работы. То есть можно и там, и там. То есть побурил маленько где-то на выезде, поработали, подокументировали.
здесь на месте. Ну, то есть не так, как геологи заехали в поле, 8 месяцев там. Руководство считает очень важным моментом уделять внимание Это всё? подготовке кадров. Сейчас не хватает. Когда я учился, у нас в группе было 25 человек, таких групп было 3. И плюс столько же было заочников. То есть выпускалось не менее 120, допустим, специалистов в год. Ну, когда их побольше. Сейчас вот в Томском политехническом, то есть одна группа, и то там, не знаю, там человек 15, ну, и одна заочная, тоже примерно столько же. Понятно, что и буровиков тоже есть проблемы с буровиками. Все хотят идти в блогеры, да. Когда я пришел в 1985 году, здесь работало 360 человек. Вот сейчас мы делаем это в основном инженерную геологию и геодезию. Экологию, гидрометеорологию мы, но полевые работы выполняем, но у нас делают это в Новосибирске. Люди старой закалки знают, что нужно для того, чтобы идти работать в геологию. Ну, современным геологам, чтобы пойти в геологию, нужно любить эту отрасль. Потому что много, конечно, трудностей и походы в грязь, и зимой. Вот. Надо быть романтиком, чтобы не чувствовать вот эту тяжесть работы, а присоединять романтику и все время быть, ну, веселыми, что ли. Несмотря на кадровые трудности, в организации работают прекрасные специалисты, любящие свое дело. Занимаюсь топографией, геодезией, значит, с 1973 года. По направлению из Киевского топографического техникума попал сначала в Южно-Якутскую экспедицию, там 19 лет отработал, а потом уже на предприятиях вот, горнодобывающей промышленности вот, в Южной Якутии. Занимался я непосредственно в поле, вот в Южно-Якутской экспедиции, это топографический топогеодезический отряд. Вот. Это полевые работы, ну и камеральные. Приходилось жить и в палатках. Вот тогда еще зимы были довольно суровые. Вот. Сейчас потеплел климат. Тогда приходилось и зимой тоже в палаточках жить. Потом, лет через 5 вагончиков мы приобрели, и вот уже в вагончике. Ну вот обеспечивал работами регион Южной Якутии. Сейчас мы вот со Светланой Иосифовной, которая сейчас в отпуске, заняты топогеодезическими работами, начиная с составления смет, вот, технических заданий, программ работ, участков, которые мы выиграла в тендерах наше предприятие. И заканчивается все написанием отчетов. Это полевики предоставляют нам, значит, топографические съемки, вот. А мы все это дело оформляем, значит, пишем отчеты, отправляем заказчику и доводим до конца, это значит нашу защиту отчетов, потому что госкомиссия или другая, либо какая комиссия, там замечания бывают, все такое прочее, мы их ликвидируем, все до сдачи окончательного участка. Если раньше мы, вот я при полевых работах, значит, пользовался теми же простыми теодолитами, там, значит, то сейчас и, опять же, вычисления, арифмометр, счеты, арифмометр, таблицы тригонометрических функций, то сейчас кардинально поменялось именно. Вот на смену пришли полевикам сейчас электронные тахиометры, о чем мы когда-то мечтали только, значит. Вот. И GPS-навигаторы сейчас они работают. Вот. Опять же, вычислительная техника, компьютера, программы, отличные программы.
Если раньше мы вычерчивали топографические планы вручную, то сейчас, пожалуйста, запустил программу специальную. Она выдает прекрасные, изумительные материалы уже в условных знаках, все как положено. Великолепный плоттер у нас есть, который делает, значит, сразу отображает работы, значит, полевиков, топографические планы именно с высоким качеством и любых размеров, начиная от А4 и кончая А0. Это здорово. Вообще все поменялось. Об этом только мы мечтали. Работникам НСИ зачастую приходится уходить в многодневные походы. В поле ходят и женщины. Одна из них – геолог Екатерина Шандрыгина. После школы поступила в Новочеркасский геолого-разведочный техникум. Закончила, приехала в Забайкалье, отработала там 7,5 лет на золоте, на рассыпном. Это все нравится, поэтому проводим изыскания под строительство всяких объектов. Именно мы вот работаем с буровыми бригадами, отбираем керн, описываем скважины, керн описываем со скважин. Ну и все, дальше камеральные работы. Все работы специалистов НСИ выполняют в сжатые сроки с высоким качеством и полным соблюдением требований действующих нормативных документов. Для повышения оперативности и качества инженерно-геологических изысканий широкое применение находит современное оборудование. У нас появилось это оборудование 3 года назад для выполнения топогеодезической съемки, облегчение, сказать, производственного процесса, что стали меньше ходить ножками, больше запускать вот эту вот штуку. Кстати, нашего отечественного производителя в Питере собирают. Geoscan 401 специально для геодезии и маршадерии. Производительность увеличивается, наверное, раз в 15-20. Ее можно запустить в любом случае. Главное, погода, солнечно, чтобы было, мало ветра. Ветер и осадки, соответственно, нельзя. Взлетает, фотографирует все. Ну, то есть, зависит от высоты, но на определенном этапе, допустим, берем высоту 100 метров. Площадь, какую бы человек ногами мы отходили с GPS-приемниками, ну, допустим, неделя, она выполняет за один полет. Организация не стоит на месте, обновляет свою материальную базу и всегда готова к самым сложным работам. Ведь кто, если не они? Не, ну и меняется, конечно, и оборудование, и технологии меняются. Главное, естественно, что сильно претерпело вот это именно расчеты, оформление. Понятно, что раньше там машинистки 10 человек сидели и печатали с утра до вечера. Сейчас, конечно, насчет этого все гораздо лучше, легче. Понятно, что громадное в геодезии, там вообще небо и земля. Но в геологии все равно бурить надо. Ну, экология, да, экология. Требования очень жесткие, очень много, и сейчас по стоимости приближается к геологии. Мы делаем все виды изысканий, то есть экология, гидрометеорология, геодезия, геология, в том числе геофизика. Моя задача – помогать обрабатывать массивы информации гигантских размеров. Но мы легко справляемся благодаря современным технологиям. Уже какое десятилетие по счету отошли от бумажного производства чертежей вручную, наверное, уже даже разучились текущие специалисты, а некоторые молодые наверняка еще и не умеют это делать. Поддерживать материально-техническую базу, помогать с настройками программного обеспечения, выбор именно основы, будь то персональный компьютер настольный, либо ноутбук.
Нерюнгрестройизыскание работает со многими крупными предприятиями. География деятельности компании не ограничивается Южной Якутией. Специалисты НЦИ востребованы и в соседних регионах. Предприятия сохраняют устойчивые партнерские отношения с заказчиком благодаря правильному пониманию требований, высокопрофессиональному уровню специалистов, передовому техническому оснащению, обязательств по качеству выполненных работ. Грунтово-химическая лаборатория предприятия оснащена всем необходимым оборудованием для проведения полного комплекса определения физико-механических свойств грунтов, коррозийной активности и химического анализа грунтов и воды. Мы исследуем грунты, и если вдруг встречается в скважине природная вода, они отбирают пробу воды, привозят, и мы делаем стандартный химанализ. Ну, то есть пригодность этой воды для технического использования, не питьевого. А так, в основном, конечно, мы с грунтами работаем. У нас приборы есть все для этого. Мы определяем физико-механические свойства грунтов. В компании трудятся инженеры, техники, топографы, геодезисты, буровые мастера, токари, слесари, газоэлектросварщики. Все они высококвалифицированные специалисты. Я работаю относительно недавно. До этого я абсолютно в другом направлении работал. Но только также было связано с техникой. Также было связано все с техникой. 3 года как работаю. Когда пришел, для меня все это было непонятно. Работа потом затянула. Работа такая. Большая часть присутствует романтика и интрига заключается в том, что как бы вот победить эту скважину, пробурить. Я тоже также за рулем езжу, несмотря на то, что как бы вроде должен считается кабинетно, но тем не менее уезжаю. Когда не хватает водителей, а водителей катастрофически у нас не хватает работников, то приходится садиться за руль. Ну, иногда бывало, даже я и помбурил. Это редко было, но так попробовать. Романтика, тайга, холод, иногда жара, комары, оводы, животные рядом, вот лисы, медведи. Сахатые, олени, все это ходит, бегает, рыбалка непосредственно. Ну, это, конечно, летом. Зимой немножко так чувствуется, что жизнь в вагончике, подножный корм, назовем это. В целом нравится, не нравилось бы, наверное, уже. Поэтому, если кто желает, приходите к нам, устраивайтесь. Сегодня Вячеслав познакомил нас с автопарком предприятия. Таких 2 у нас в наличии, это такие исторические автомобили. То есть установка, буровая установка БА-15, она предназначена для бурения, для гидрогеологии. То есть мы осуществляем бурение как 250-300 метров. Ну, на моей памяти такие бурения. Она еще в строю, да, она прошла ревизию, прошла техническое обслуживание. Приехала она с Эльги. На Эльге еще у нас одна стоит такая же установка буровая. Сейчас она прошла ремонт. Еще Советского Союза, она 86-го года. Но она в строю работает. Ну и вот последняя модель новая, это абсолютно новая у нас установка разведывательного бурения УРБ-2.2. Она 2024 года, то есть вот месяц назад, как она вышла с конвейера, новая установка на ней, абсолютно новая модель для нашего производства, для нашего предприятия. То есть это уже бескапотная кабина идет, ну, полноприводная, вся техника у нас полноприводная. Но она только пройдет наши, как назвать, испытания. Новый компрессор стоит, абсолютно новый, с подогревом уже, то есть она такая будет уже в более таких суровых климатических условиях работать. Это шнек, установка, тоже бурение идет. То есть, ну, это уже на мелкие глубины идет бурение. Большим диаметром, ну, по нашим грунтам, а он как-то не очень идет, потому что у нас грунт скала в основном, а это более для западных таких вот, чуть западнее. Ну, в некоторых условиях она тоже как бы нас выручает. Вот еще одна у нас машина. Это она как бы вахта, не вахта. Это для геологов, как бы дом на колесах. Дом на колесах. То есть здесь он такой коротыш, как бы называется. Там 4 спальных места.
сидячие места, 5 сидячих мест. Это в основном для топографов, для геологов. То есть те, кто когда приезжает на более такие удаленные расстояния, на Эльбу, еще куда-нибудь. Специалисты-профессионалы продлевают жизнь всей техники предприятия. Кто работает, тот ломается. Ну, не часто. Российская техника, нормальная техника. В таких условиях, как у нас работают в полях, это нормально. Замена и ремонт агрегатов автомобилей. В основном такая работа. Техника не может быть никакая долговечная, но для этого как раз существует вот это ремонтный бокс, вот этот. Слесаря, моторист, агрегатчик. То есть полностью меняем все, что можно, ремонтируется полностью все. Также водитель задействован в деле. Ремонтируем все, что... продлеваем очень часто и очень много продлеваем жизнь этой техники, конечно. Я автослесарь, но также по необходимости становлюсь помощником бурового мастера. Я бурил на ОРБшках, я бурил, у нас есть еще БАшки на базе МАЗов. Это совершенно уже другая техника. Я и там работал. Сегодня компания, входящая в число крупнейших изыскательных предприятий Дальнего Востока, не стоит на месте и строит оптимистические планы на будущее, руководствуясь девизом «Будет развиваться республика, будем развиваться и мы». Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте, плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю.